Абзирашума за телехопшам, а спорт жабишква Ирам топ. А эфирачи сымчибжат виадыратара, а спорт адуны. На студиячам Асида Сагариапха. ММА серия общения жюбатуя турнир мюапосети хасаза пшарам шкурза Москва. Ари ахул пазаджа апсуа спортсмен Тамаз Тарба дияуи Таджикистана хатарнак Баладжон Камбаров. Язгота допи пқара да тиухайн датлара ММА серия на спортсмен айбати хияйра шаку. Ай паларашеми пасазадош зейта хуит ханзамтаджам. Тамаз Тарба дук кылыти бжара бжатуа капант категорияча. Уанза яра ханюви в пакелара бжара дейндатмустки, уазжо ханюви вейза келарахна дук кылы. Яробаски асас чарнага хозлаку захол пазизнагети в харадату акпарат хквар легендача. Зенза жаюка спортсменша ктагонахна хиджбара заиндатлара адырпши. А спортсменге убас дагияй Таджикистан пиакпы Баладжон Камбаров. Пытается отползти Тарба и в итоге сейчас близок к тому, чтобы выйти на удушающий прием из маунта. Бой прошел достаточно, так скажем, нелегко. Вот, соперник был очень крепким, и для меня было в новинку драться на категорию выше. Было сложно чуть-чуть найти себя в новом весе. То есть в этом весе соперники немного крупнее, он был высокий для меня очень. Ну, было тяжело подобраться близко к нему, но с Божьей помощью мы выиграли. Вот. Наверное, абхазский характер помог. Тамази спорту мюа кикбоксинга боксерлы хацеркей тарта спорт хкозукчия за спортсмен ММА и пхарадапю айндатларат хкахе диесуэй. Юнус кезевшаксазы галига ММА сериахна Тамаз Тарба хчиярала рабхятби айндатларамю пейгейт Москва. Я учился в городе Сочи. Там же и занимался изначально кикбоксингом. Ну, можно сказать, я был больше самоучкой. И, наверное, как-то закалился. Потом я пошел в зал бокса. Если честно, я не так давно тренируюсь относительно. Я в зал бокса пришел, мне было 25 лет. Первое время было тяжело, потом стало получаться у меня. И занимаясь около 2 лет, я перешел в ММА, и там мне было ближе. Тамаз Тарба юэжи шоксай хыцуэт яра аренах надзейн датлуа пыша дузмо спортсмен шанага хороп. Урт яра яста каранпи копшо хапейпш змороп. В этом виде спорта, да вообще в любых видах спорта, я не считаю, что существуют какие-то там возрастные ограничения. Мне сегодня 34 года, но я дерусь сегодня с достаточно сильными бойцами, с топовыми бойцами в своем весе, и 26, и 25, и 22 года. То есть и я считаю, что я ничем им не уступаю. Самое главное это иметь силу воли, во-первых. Во-вторых, ну, надо, естественно, идти до конца. Если вот, например, у вас будет сын, вы бы отдали бы его на военную? Ну, у меня есть сын. Слава Богу. Он уже выступает. Не выступает, а тренируется. Вот. Ну, да, ММА. Но он у меня и борьбой сначала занимался. Вот. Ему 8 лет. Вот. Сейчас вместе со мной ездит на тренировки. Вот в Сочи мы ездим. Каждый день фактически он тренируется. Ну, ему это нравится. Мне кажется, что каждый мужчина должен быть закаленным, наверное, должен быть спортсменом. Вот. Но сегодня, к сожалению, у нас не так развит спорт, как там же и в России. Тихо-тихо мы идем ровно к этому. У нас достаточно уже много спортсменов, много детей тренируются, и это радует, чем дети будут, я не знаю, там, это мое личное мнение, чем там, не знаю, в планшетах, в телефонах. Лучше заниматься спортом. Ну, мое детство такого не было, к сожалению. Мое детство... Я думал, что я спортсмен, оказывается, я только им становлюсь. Поэтому нет никогда никаких ограничений возрастных. Поэтому занимайтесь спортом, развивайте себя, находите себя в чем-то новом. Это только на пользу пойдет. Апсна профессионал бокса федерация хада Тамаз Тарба и менеджер Галик Карди ехет хтулахны пхара датю айн датлара ММА серия хачияра шама. Уязы ачазы газертат секция ку апсналар цараш хымпа датю ехет Галик Карди. Многие занимаются, переходят, допустим, из каких-то видов спорта, им это нравится, вот они видят, что
есть такие бойцы, у нас есть такая возможность выходить на октагон. Вид спорта очень такой интересный, зрелищный, мужской вид спорта. Надеюсь, ТАМАЗ будет дальше двигаться, продвигаться еще дальше и будет показывать хорошие результаты, будет побеждать. В своем родном городе откроет тоже зал свой по этому виду спорта, по ММА. И школа харшути хайсаза шоксаза хакойшич казханежи жахаты ММА серияла турнир. Уйдала хунапсо спортсмен Тамаз Тарба. Яра дияйвой турастылапе клуб Хоруакакпы Тимур Тургат. ММА-серия это транслируется на 50 государств. Смотрела эти поединки. А вообще в ближайшее время вот планируется здесь в Абхазии провести турнир или чемпионат по ММА-серии? Ведем переговоры. Планируем, чтобы еще, может быть, в этом году, может быть, на следующий год тоже провести такого же уровня. Я провел профессиональных боев 5, получается. Один у меня бой он не состоявшийся объявлен. Но на сегодняшний день у меня 3 победы, 1 поражение. Вот. Именно в ММА-серии я провел как раз 3 боя. Вот, 2 выиграл, а 1 у меня поражение есть. Вот, до этого боя я дрался. Ну, там тоже была своя история с восстановлением. Это вид спорта, знаете, многие думают, что тяжелее всего выйти подраться. На самом деле это легче всего. Тяжелее всего это подготовка, сгонка веса. То есть мы за короткие периоды. И вот тот бой, кстати, которым я проиграл, получается, я в течение 20 дней, мне пришлось скинуть 14 килограмм. Но я сделал вес, но, честно, очень плохое восстановление было. Я даже как-то, я об этом не говорил, но я даже перед взвешиванием за день до боя, получается, даже сознание терял. Короче, у меня истощение организма было. С этого тоже я извлек урок, как бы, вы знаете, не только же победы дают опыт, но и поражения дают еще больше опыта. И ты начинаешь больше думать, и от этого поражения, можно сказать, получил больше профессионализма. Я уже подошел более по уму к сгонке веса. Ибхара датюайн датхара ММА серия хари иджбаро и хаюхо хакпетри дискало спорт клуб. Убрязы арака ихаду хама ашари хуцри хачазыгацариро. Тамаз Тарба ММА профессионал чарабжара юнта яйри гахейт знак дацахахейт. Абхакаги уктакас иму паря спорт кахна хиказара арпшра. Урастыла рекордсмен Илхан Гуазам, Харбатветы Паникалит, атлетика хентазом урастыла чемпионатахна. Аштанга аштахре хацалари рюхка грохнам. Илхан шуини жижа килалат шайрпшит, а спортсмен дейт слабам ханежи акакила скапанвас рыбжарам. Илхан Гуазам дукклы Татарстан команда ахцала. Яй вахтыжим тахна Илхан Гуаза дыратарат сысны да тазауит и шашмежен хайчтражара. Хангуя жерзы пицунда ятвойт отшибха казарат сезон араха нечкахойт ейвепшима дистанцияха пшибарыла отширюра. Айцла бракуразгы зауит апсна фархадза Валера Шлымбей Олимпиад хумара куракна арадзнызгаз Саида Гунпхай ргуалашара. Яра убазги ашапылам пылга ветеран Джамал Губаз Олимпиад хумара курапхя хуяяйхю Денис Царгуш. Айцла бракуаз бевиха дастрыму помилат категория змо черна спинья. Апсна чубха казарат Федерация шана проходит айцлабракор сезон гартрах и шайшмежен. Она испеханцам теизкуб от Хайгвандо за гадуне Европы урастылер чемпион Леон Цвичба. Яраша уксык и бжакинацна хапсна паралимпиад пилагына пхкарайтойд. Убриам теялак зина Леон и мачемка усура комепигахейт. Урт рехшала кайцейт с коллега хадиса сагарепха ланцамта чехлардерует. Тхэквондо запсны урыстулы чапсазда за спорт азказа тхэквондо за амаყай квадра акпиадан карате киокосинкая за амаყай квадра акпиадан тхэквондо за дуния чемпион изныкым ко карате киокушины за урыстулы Европы чемпион ювижи башуксер тагылу Леон Тричба ирчератым яцицойт яхагим Леон и спорт стаза арахат серкит хушуксани хыцуаз а спортсмен кубшакы бюджетидис была зазыкацу Виталий Четана аус идулара далагайт а спортсмен кубш игу ацпахана эсична чазыкацара кодырхысуан такячиалак дзаны эйхи хазидыра кой хыярхуана ахуанырчты а турнир курыкны дыкгыло далагайт айхзарабзе койга айрпшуан. Первый учитель и наставник был Виталик Четанова. Вот мы пришли тогда в спортзал, начали заниматься.
И первые прогрессы были. И он как бы увидел во мне то, что говорю, то, что правая рука это как копье. До этого я занимался вот именно киокушином. Это полноконтактный вид спорта. Были очень многие трудности именно в плане тренировок, но с дальнейшим временем мы их переступали и шли к новым развитиям и победам. Анаус Леон диабадырует Апсны Каяз урыстыла спорт азказа Евгений Головихин. Рейшца вероятство азыкацы Леон юдигалит дицны урыстыла кадцар цирчарат мюа айзерхаразым. Я вспомню, это было в сентябре, когда я туда прилетел, там уже только-только начинался снег. Так и началась именно спортивная карьера по тэквондо. И дальше уже были чемпионаты России, международные турниры. И дальнейшие турниры уже были чемпионаты Европы и мира. Также мы готовились на Олимпийские игры, но, к сожалению, нас не допустили. Меня не допустили так, как у меня открытая группа, квалификация, кусок кисти, который подтверждает то, что как международная комиссия утвердила, то, что мы не инвалиды. Также мы надежду не теряли о развитии спорта. Мы дальше также занимались, но уже спустя определенное время мы позанимались в Сочи у Бадаляна Вадима Иноковича. После чего уехали в Санкт-Петербург. В Сочи мы тоже немало результатов сделали за Краснодарский край. Именно становились 3-4 раза чемпионами России. И также выезжали на многие международные и региональные турниры. Вот когда тебя объявили чемпиона мира, какие у тебя были эмоции, вот первые ощущения? Так, это проходило в Москве, в Крылатском у нас. До этого у нас был очень сильный подготовительный этап сборов. Мы прошли 3 этапа сборов. У меня еще была весогонка тогда в 61 килограмм. Если честно, это очень сложно, когда ты начинаешь сушить мышцы. Были очень сложные этапы, но это все стоило того, чтобы встать на пьедестал. Юнис кижа шуксаза амтала Санкт-Петербургға ицаза спортсмен Купшлеон и Казари и Дыры и Рыцицон юшуксар юнуцаqa изыға цара койнарымадына а спортсмен Аусиуан Уаqa Леон диабадырит Архилес Сократ ипам Дараей Бырхойд Апсна Паралимпиад комитет Айчкара Руктагге Нарыгдзой. Первое время я заинтересовался, начал когда более углубляться, познакомился еще с ребятами в Санкт-Петербурге, кто также занимается именно паралимпийским движением. Также оказались общие друзья, кто был знаком с Архилесом Сократовичем, сказали то, что отличная идея. И я приехал сюда, и мы начали развивать паралимпийское движение. У нас возникла идея, дальше мы ее осуществили, и на протяжении уже 1,5 года мы занимаемся именно развитием паралимпийского спорта у нас в республике. Леон Тричба Апсна Паралимпиад пейлакына пхгаюси Казараза Апсна Ахадара Адгалара Анна Тейт Хайчца Жирач Леон Даза Адгалит Шуксык и Бжакирылак Дзена Паралимпиад пейлака Айцацре Айзер Харерза и Кацо Аусква Нртым. Когда первые этапы нашей работы начались, к нам приехала группа людей, 40 человек, которые проходили тренировочно-восстановительные этапы сборов прямо на берегу моря. Они попросили, мы им говорим, давайте мы разместим вас в гостиницах. Они сказали то, что не хотят гостиницы, так как хотят полевые условия. После чего были задействованы наши структуры, в том же числе Министерство обороны, МЧС. И спасибо большое на то время Александру Золотинсковичу, он также поддержал именно в этой идее. Апсна Паралимпиад пейлака усура Алцша Аюрца за Гурастула Паралимпиад пейлака Койдаре, а на Юсперуси Цураза Айкушахатраку Арнапа Ацарвит. Александром Стекольниковым были заключены договора, после чего наши ребята были приглашены на игры по спортивному ориентированию. Мы встречались с серебряным призером Олимпийских игр по волейболу Владимиром Панкратовым. Провели встречу, обсудили ряд вопросов касаемо именно паралимпийского волейбола у нас в Абхазии и его развития. Также у нас были выполнены работы касаемо заключения договоров с городом Санкт-Петербургом, с председателем Паралимпийского комитета Кутниковым Владимиром. Следующий этап работы был у нас заключен с приглашением на закрытие Паралимпийских игр, где мы встречались с Павлом Васильевичем Рожковым, кто председатель Паралимпийского комитета России. Он очень рад, что у нас есть в Абхазии Паралимпийский комитет. В дальнейшем приедут они сюда, проведут мастер-класс и будем обсуждать развитие дальнейшего паралимпийского движения у нас в Абхазии. Что касается ребят с ограниченными возможностями, ребят сильные духом, я это знаю, и физически подготовленные, вы им даете возможность принимать участие на тех или иных соревнованиях. Это тоже дорого стоит. Мне хотелось бы поподробнее узнать, что касается парусного спорта. Есть ли договоренности с Федерацией парусного спорта, то если есть, то хотел бы от вас это услышать.
Мы непосредственно с Паралимпийским комитетом города Санкт-Петербург обсудили ряд этих вопросов. Они с удовольствием приедут и проведут нам мастер-класс касаемо этого вопроса. Иҳаҩсыз ашықәсазы зымахазышьаха еибгам аспортсменцәа Урыстәыла ачемпионат аҽалархәразы азыҟаҵаратә еизгарақәа ирхысит Аԥсны. Нам приезжали ребята с Донецкой Народной Республики, проходили тренировочные этапы сборов, к чему они готовились на чемпионат России и показали хорошие результаты. Я лично проходил именно семинар, ознакомился с ним, был с ребятами. Также мы провели мастер-класс, показали им о деятельности тэквондо и пара-тэквондо, именно систему их работы. Многим ребятам понравилось, у кого-то получалось. Леон, в сентябре прошлого года из 12 регионов России в Абхазию приехали ампутанты, колясочники. Вот вы разбили им лагерь на берегу моря. Расскажи, как это происходило и что вы проводили здесь. В сентябре к нам приехали ребята в численности 40 человек. Из них было 20 человек колясочников, 20 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, плюс еще сопровождающие. Они хотели провести здесь тренировочно-восстановительный сбор прямо на берегу моря в условиях полевых, чтобы были палатки. Нам предоставили эти все удобства благодаря Александру Золотинсковичу Анквабу, также благодаря министру обороны. Огромное им спасибо за поддержку, которую они оказали. Также спасибо большое за поддержку ветеранам Аслану Ханагуа, Аслану Бхазаря. Им огромное спасибо, потому что они выделили здесь нам землю, оказали поддержку в плане света, проведения воды и всех остальных удобств, которые были им необходимы. Ребята оставились в положительном впечатлении о нашей республике. Вот в самом месте же здесь располагалась наша полевая палатка. Здесь был размещен лагерь. Спасибо именно Алхазу Хагушеву, потому что он выделил нам также палеты и коляски, благодаря чему мы смогли ребят доводить до моря, и они могли купаться. У нас также будут проводиться здесь сборы, семинары, чтобы наши ребята проводили именно тренировочно-подготовительные этапы восстановления с другими ребятами. Это самое важное общение, которое должно быть между ребятами, чтобы у них не было скованности. Аԥсуа спортсменцәа шәачаимҩа ԥгаza ицлабрақәа ирылахәын уаҟадара иаадырԥшит аҟазара бзиа. Ҳтәылаҟны зымахазышьаха наӡамызк зхыҵуа ахәыҷқәа инадыркны ҩажәижәаба шықәса зхыҵуа рҿынӡа абаҩрҵәыратә реабилитациа иахлыжьуеит. Ҩажәихԥа шықәса зыԥсҭазаара имариам аус иадызҳәалаз аҳақьым ареабилитолог Виолетта Гагулья. В этом году мы поехали в Сочи на соревнования по спортивному ориентированию. Для наших детей это было впервые, честно говоря, для меня это было впервые, чтобы наши дети участвовали в каких-то соревнованиях. Но помимо того, что массу положительных эмоций получили дети, это и общение, это и выход, и знакомство с другими людьми. Они увидели разные формы инвалидности людей. Когда ты закрываешься в своем мире, мы говорим сейчас про Абхазию, да, им кажется, что только он со своей проблемой, да, ребенок. Я очень благодарна судьбе, что я познакомилась с Леоном Цвишма, это председатель Паралимпийского комитета. Необыкновенной души парень. На Новый год он нам помощь оказал, приходит постоянно, поддерживает детей. Вы знаете, это такой стимул для наших детей. И сейчас то, что мы начинаем, мои детки уже с удовольствием, они все время говорят, у нас других соревнований не будет. Я уже сказала, что сейчас у нас другие какие-то соревнования будут. Надеюсь, что эта работа у нас будет продолжаться. Надеюсь, что мы будем выезжать, и государство будет помогать. Леон Цвичба инацшны иазгәеиҭеит зылшара қәыԥқәоу аспортсменцәа иҷыдала ишрызнеитәу. Аус рыдызулаша специалистцәа ҳтәылаҟны ишыҟам. Урҭ раагаразы Урыстәылатәи акомитетқәа жәпаки дареи аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргахьеит. Ребята, паралимпийцев с разными нарушениями, кто ампутант, кто с нарушением опорно-двигательных аппаратов идет. У нас не хватает именно специалистов по спортивной деятельности. Мы заключали договора, чтобы ребята приезжали, проводили мастер-классы, чтобы наши реабилитологи получали определенные знания именно в спортивной деятельности. Аҽазыҟаҵаратә уадақәа рызхом Леон апаралимпиатә хеилак иадҳәало аспортсменцәа иманы Урыстәыла еиуеиԥшым атурнирқәеи ачемпионатқәеи рахь дыцоит. Уаҟа дара аҟазаратә классқәа ирхысуеит. Уи дара рзы ԥышәа изарҳароуп ҳәа азгәеиҭоит Леон. В первую очередь нам нужен центр, чтобы мы могли собрать всех ребят в одном месте, потому что многие ребята находятся в Цандрибше, там Милана Ачба возглавляет центр по реабилитации с детьми.
А также у нас в Сухуми есть Адли Баесов возглавляет реабилитационный центр. Но в первую очередь нужен центр, где они будут находиться все вместе, чтобы мы совместно уже понимали, куда кого можно направлять. И чтобы у нас еще были специалисты касаемо разных дисциплин спорта. Леон Тричба ирчаратмя турх цаулоп яцуп хозмадзама спортсмен иджаба. Урыстулы адуне аквайк куеш бакрыкны Леон ирехава титулкой ахатыр пхецкой дрпсахахейт. Киокушина хырхартала Леон дпхецахейт юнызки жахапи ашуксаза ирегил спортсменным. Лучшим спортсменом 2014 года, да, это был хороший год. Мы в тот год сделали около 26 нокаутов. Мы выезжали, начиная с международных турниров и региональных. Ездили очень много где. Это все было по Киокушину. Тогда вот Виталий Читанава был наставником. И мы тогда добились очень больших результатов. После чего вот по Киокушину мы также поехали в Екатеринбург, где сдавали экзамен на черный пояс. Также Царство Небесное, был тогда еще жив Стив Арнелл, кто возглавлял Федерацию Киокушина всего мира. Также Дэвид Пихтел, его зам. После чего присутствовал Танюшкин, кто возглавляет Федерацию Киокушина в России, Меркулов, его же зам. И остальные уже ребята, которые занимаются. У нас там проходил семинар. Семинар был на самом деле сложный, сам экзамен на черный пояс, потому что он длился 5 часов. Мы провели 100 боев по 1 минуте. Ровно час мы дрались. Нет, 60 боев, вернее, провели по 1 минуте. Ровно час мы со всеми дрались. И работа должна была быть на технику. Это все длилось после того, как 4 часа экзамен сам шел. С белого пояса ты должен был сдавать кихонами, катами, риндрагу и всей боевой техникой на черный пояс. И сразу тебе не озвучивают, сдал ли ты или нет. Это все происходит уже на банкете. И вот в 2014 году они вручили черный пояс. И мы вернулись сюда, в Абхазию, и познакомились уже в спортзале по кикбоксингу с Евгением Васильевичем Головехиным, который пригласил уже нас выступать именно по паралимпийцам. Также, да, уже экзамен у нас семинара проходил в Москве, мы сдавали именно на черный пояс уже по тэквондо. У нас также, да, имеется 2 пояса, один по киокушину, другой по тэквондо. Паралимпийский комитет федерации дахарглет обрада хаглуб обрина инапазкна дарачка джеба я дибала хатиш хусахас абри федерация обри аша кургла дара хотики одавин избана гузар ичкату обурт изгана дарапшана ичкана обуртара хотика джабар дибала хет наски азбора хиду хацахет ара яит бзурала ара греблена на байдарке гребес фахзайга хет абра ягана дара азбор гимя пурга хет ргуя хона дичина гитсет абра хая нахза кырш кусацуэта турнир футболист ампутанцер турнир ичкани хамо бизине ки ахцот убриги брат гидара тхава глоп исшкуса тхава глан ацхара дуги хайтот убраги нас батула нас изнуход ява команда квазиги дара батой курцот баржу нурсплан биайта на кятка абряд сариску нас при паралимпийский комитет чадр халана убризи чирка артертхуп айцлабраква сборква убраги тхадглоп хасубиана год Тхэквондо за амакай квадрак пиадан, карате киокушина за амакай квадрак пиадан змоз пашахараква спортсмен Леон Тричба азин ютоп адунези гякна аззакацаюс аусура. В это разрешение ты получаешь тогда, когда ты проходишь экзамен на черный пояс, когда вручают сертификат. Потому что это огромный этап работы, который ты проходишь. И черный пояс дает понятие, что у человека есть базовые знания о развитии и деятельности этого искусства. Еще занимаюсь с детьми в детско-юношеской спортивной школе, где директором является Имухвария Татьяна. Ей огромное спасибо за ту деятельность, за то, что мы можем работать у них в спортзале, заниматься именно с детьми. Южипшба шуксини пынкылана запстазара заге профессионал спорт ядыз халаз Леон ехегё юс яцицойт. Профессионально спортом занимаюсь уже на протяжении 18 лет, как действующий спортсмен сборной России по пара-тэквондо. Побывали в разных регионах России, вообще мира, начиная от Турции, Молдавии, Северной Кореи. Так как я являюсь сам паралимпийцем, спортивная деятельность мне тоже необходима. Почему я называю спорт своей жизнью? Потому что благодаря спорту не идет полное атрофирование конечностей. Если перестаешь заниматься, конечность начинает усыхать и слабеют мышцы.
и это вызывает атрофирование всей грудной мышцы. Вот утренняя твоя тренировка с чего начинается? Ну, утро у меня начинается, вот проснувшись, я пью стакан воды, дальше беру яйцо сырое, лимон и ложку надо. Все это смешиваю и пью. После чего одеваюсь и выбегаю на пробежку со своей собакой. Мы бежим где-то 2,5-3 километра. Этого хватает для того, чтобы размяться и разогреться. После чего начинается обычная стандартная разминка и уже отработка либо ударной техники, либо уже более силовые тренировки. Леон аррат буалпша анак дзаракан пихуда куйтерпит аха спортсмен и гоззюхарала аррат мацура дахасвейт. Всю жизнь я мечтал пойти в армию, заниматься именно военной службой. Но, к сожалению, на определенное время мне, когда было 18 лет, сказала то, что идет отсутствие кисти, вы не допущены. Но мы с этим и смирились. Хочу сказать огромное спасибо Вове Ануа, Пислану Свижба и нашему президенту Аслану Георгиевичу Бжане, то, что он подписал резолюцию о допущении к воинской службе. Находился в мотострелковой дивизии Д-30. В рукопашном бою обучал курсантов, ребят, которые проходили курс молодого бойца. После того, как я прошел курс молодого бойца и воинскую службу, я поступил дальше на курсы офицера. Получили звание лейтенанта. Сейчас находимся в звании лейтенанта в запасе. Леон и Усуре и спорт пстазары рнеус дрычлам хаупа интересызцо ewepшам а литература квам. Моя первая книжка — это Дейл Карнеги. Она очень интересная, определенные базовые азы. Но также мы не останавливались на этапах. Читали «Путь к успеху» Бен Трейси, потом «Достижение максимума» также Бен Трейси, «4 вида любви» Михаил Литвак и разные, на самом деле, литературу, которую мы прочитываем. На данном этапе мы занимаемся сейчас чтением именно касаемо развития паралимпийского движения. Вот Архилес Сократович, его друзья сделали подарок, подарили книги. Леон Тричбейхат пстазара айпши будет обснызыма хазыша надзам а спортсменшей атыпан пева апсыры рыбстазара таглазаша айх празахтылық на реабилитация центр аргыларам. Уй аус айчкара алыр шахарцазы сымчи сылшары срек зомха азгуйтойт Леон. Адиса сагаре пхак васта парле Камила Джапуа пхачи дылапиан цамта аддырретара а спорт адунезым. Акыреп сотили хопшча хабартажып шкурлы шевгыл нехетви ха программа. Абзираз хайбабойт лассы.